Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Мен көтөрө турган бир нече маселенин бирөөсү жаңы эле тиги коллега Макулбек Жамангулов айтып кетти, ошол жол боюнча да. У меня такая интересная информация, что за 20 лет Кыргызстанда, за 25 лет, 96 жылдан баштап 2017 жылга чейин дорожный секторга 2,5 миллиард донорский акча келиптир, да. И посмотрите на состояние наших дорог. И большая благодарность премьер-министру по поводу ЧП в Соколуке. Это я не первый раз лично наблюдала, жаловалась Министерству транспорта, предыдущим министрам, когда у нас латают дороги в дождь, в снег. Очень правильное решение. Вообще, конечно, сам министр должен был уйти в отставку. И вот как раз таки мен коллегам айтып кеткендей, бүгүн эртең менен Сокулуктун Вайын Антоновка менен Новопавловка депутаттар келишиптир. Бишкек Карабалта жолун строить этип атсак, ошол реабилитация жолунда Вайын Антоновканын маңдайындагы Новопавловка жолу чыгып калыптыр да, то есть проектке кирбей калыптыр. Это как? Если дорога называется Бишкек-Карабалта, а посередине целый кусок в несколько десятков километров не входит. Это как-то мы странно экономим. Мы это экономим или это очередное списывание денег? Чистой воды коррупция в моем понимании. Это раз. Во-вторых, Великая Отечественная Улуу Ата Мекенди согуштун ветерандарынан кат көп келип атат да, очень много лежачих ветеранов, очень много тех, кто в буквальном смысле у них не могут обратиться за медицинским обслуживанием, там пенсии, льгот им не хватает, да. Почему нельзя сделать выездное медицинское обслуживание таких людей? Их осталось всего пару сотен. Региондордо медицинский центрлер бар да. Просто уж көз салып эле, мындай көңүл буруп эле бир кыдырып чыкса болот да. И последний маселе, урматтуу Чыныбай Акунович, сизге кат жөнөтүлөт. Парламенттеги болгон, так сказать, трудовая дисциплина, я бы сказала, кадровая политика. У нас очень много молодых ребят, которые не имеют стажа, опыта, приходят садятся на хорошие должности, заведующими. А люди, которые по 10-15 лет отрабатывают, почему-то их отправляют разносить письма. При этом возрасте женщине, допустим, 57 лет. С больным позвоночником ходит по Джоркинеш и разносит письма. Всем руководителям фракции человек обратился, никто на нее не отреагировал. Крышасы жок болсо, мында аркасына турган киши жок болсо, биз ошондой кадровый политикамен көнүп калдык да, последние 25 лет. Наведите, пожалуйста, порядок. Я понимаю, у вас там 800 сотрудников, у вас руки не доходят, но руководитель аппарата, зам руководитель аппарата, пора прекратить вот такую вот странную политику по отношению, скажем так, к людям, которые давно работают в этой системе. Анан жаңы парламентарий, жаш парламентарий катары мен ойлойм, Жогорку Кеңеш должен быть образцом трудовой дисциплины, образцом построения добросовестных, прозрачных отношений с работодателями и работниками. Чоң рахмат.